Сегодня 26 июля 2022 года. Ровно 3 года назад я первый день шел вместе с Александром Габышевым по трассе между городами Чита и Улан-Удэ. Был солнечный день, у меня было прекрасное настроение. Я ощущал свободу всем телом просто, свободу. И в бытовом каком-то смысле свободу. От дачи, от городских забот, там, от каких-то даже звонков, там, дел. Просто свобода. И свободу на природе, свободу видеть небо, солнце, лес, дорогу, людей. Все это было вокруг меня. Это была радость, великая радость для моей души. 3 года назад. Как много изменилось. Ну да ладно. Сегодня утром Александр Габышев звонил. Ничего не говорил о том, что решили врачи. Намекнули ли они как-то ему о своем решении, которое они изложат в судебном заседании 1 августа. Ничего он этого не говорил. Но голос, как сказала Кайлана, был нормальный. Звонил, правда, не со своего телефона. И что самое любопытное, он ничего не знал об адвокатах. Вообще, сообщили ли ему, едут ли, летят ли они к нему на суд. Понятно, что от адвокатов мало что зависит в этом мире. Но они не знали, он не знал. А они летят, да. Алексей Пряничник сообщил, что да, покупают билеты, полетят. Ну что ж, будем ждать решения суда. А я еще раз вспомню о том жарком летнем дне. Нас было тогда мало. Андрей блогер, Медведь Балу, 2 его дочери, Саша ангел, вот. Ну я, ну и еще 2 человека. И все. Женьку я имею в виду, Женьку Ворона. Он еще. Ладно, от Саши пришло письмо вчера. Я хочу, прежде всего передать, конечно, благодарность, которую он передает Ларисе, Елисеевой Ангелине, Айхалу и всем, кто помогает, чем может. И одну строчку зачитаю. Каждый день здесь, в больнице он имеет в виду, одно и то же. Скучаю по свободе и жду суда.